И Таджиков вообще, пожалуйста, уберите, они вообще не наши, это вообще подкидыши. почему такое Потому что отношение? таджики считают по большей мере узбеков кафирами. Вот смотрите, я вам кое-что покажу, что это. Ух ты! Тоджики Мамедунаман, тоджик хастам, диде. Вот это поворот! Вот такие люди А, бывают. ой, стыдно стало, А? стыдно стало. Привет. Здорово, здравствуйте. Как вы? Как ваше ничего? Все хорошо, вы как? Казахстан, Алга, вы из Казахстана, да? Да. А сколько у вас время? Чё почем? Так, сколько у нас время? У нас без 10 2 ночи. Боже мой, а чё вы не спите? Или пятничные, пятница, развратница, или как там говорят еще? Да-да-да-да, именно так. Пятница развратница. Вы по-любому русская. Я по-любому узбечка родной. Узбечка! Вау! Узбекистон. Qandaysız, yaxshimisiz, apashka? Hammaga. Вай, kimsiz? Акяджан. Men kam-kam узбекча телега, короче, понимаю. Как будет по-узбекски понимаю? Мен, мен Özbekçe düşünemem. Shunay dem. Как? Ben Özbekçe düşünemem. Чунаман, Чунаман. А вы из какого города с Узбекистана? Я с города Шымкент, я с Казахстана. Я родилась здесь и живу здесь. А, вот как, вот как. А получается, кстати, в Казахстане большая узбекская диаспора, как я знаю, там, да, 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 да. да, 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 Я да. где-то смотрел, вот там по статистике, круто, круто. Ну и как там были, в Узбекистане были? Конечно, я там очень часто бываю. Где круче? Где нас нет, там хорошо. Ай, хорошо там, где нас нету. Ну, между Казахстаном и Узбекистаном, где вам больше нравится? Скажем так, Мне нравится. Честно, нравится там, где родилась. Что бы в ни было, мне Казахстане. лучше дома. Ну, это Да, мне круто, лучше дома. круто. А узбекский хорошо знаете? Да. Ясно. А как вы думаете, кто я по национальности? Чем ты на кавказца похож? Чуть-чуть. Возможно, грузин. Сколько языков вы знаете? У меня длинный нос, из-за этого грузин. Нос у меня... Нет, 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 нет. Я знаю русский, казахский, узбекский чуть-чуть. Прям на минималке я знаю азербайджанский. А некоторые говорят, что узбекский, казахский, азербайджанский это очень такие близкие языки, и мы понимаем сто Вообще нет. процентов. Вообще нет. Вообще близко нет. И Особенно азербайджанский. Потому что на азербайджанском даже элементарно будет. Как дела будет Натарсян? я показывал узбекскую песню одному иранскому тюрку, также тюркам из Турции. Они говорят, братуха, мы абсолютно не понимаем, о чем эта песня, понимаешь? И Таджиков вообще, пожалуйста, уберите. Они вообще не наши. Это вообще подкидыши. что? Если вы сейчас говорите про таджиков, то они вообще не наши. Они Я говорю про тюрков, тюрки. турки, может. Ну, тюрки, это не одно и то же. Тюрки? Нет, тюрки это все тюркоговорящие люди. А турки это отдельная нация. Ну вот турки из Азербайджана, иранского, и турки из Турции, получается. Я им показывал одну очень такую песню, которую мне слушай, нравится, Малухат называется, узбекская песня. Не знаю, вы смотрели или нет, там одетые вот в одежду национальную, вот на этих ГАЗ-24, Волга, на них катаются ребята. Я вам поставил эту музыку им, они почему-то говорят, мы не понимаем, о чем эта песня, все такое. Вот. А что с таджиками, я не понял, что у вас с таджиками? Лично В смысле подкидыши? они не наши. Уберите их, пожалуйста, с глаз долой из сердца вон. Почему такое Потому что отношение? таджики считают по большей мере узбеков кафирами, что лично меня это не устраивает. И таджиков за это я очень сильно не люблю. И таджики часто из-за таджиков считают, что и узбеки тоже плохие, хотя таджики по большей мере реально очень а, пошлые люди, некрасивые в плане поведения неправильного. Не в плане Таджики внешности. говорят, что узбеки кафиры? Да, черты они шайтаны. Это кто сказал такое вам?
Я говорю как лично слышащий человек. У вас много знакомых таджиков? Нет, не нужны они мне. Не, я имею в От виду... них от всех отвернулась. Не, смотрите, таджики, узбеки, кыргызы, казахи, вот, это же мусульманские народы, как я знаю, вот. Я ни разу... Казахи я бы не очень сказала, если честно. Ну, смотрите, человек, который говорит, нет Бога, кроме единого Бога, и пророк Мухаммед, его посланник, он является, то есть он принимает ислам, понимаете, он является мусульманином. А соблюдающий ли он или не соблюдающий, это между ним и Богом, понимаете? Вот, и если таджики говорят, что узбеки, они кафиры, да, и неважно, если человек говорит, что другой человек кафир, он сам может стать кафиром. Понимаете, это все зеркально работает, если это не так, понимаете? Для того, чтобы кого-то назвать кафиром или же его признать кафиром, здесь нужны явные признаки или же, там, не знаю, подтверждения, понимаете, которые должны, вот это все работает. Поэтому я не уверен, что таджики такого мнения о братьях-узбеках. Может, вы где-то кто-то вам что-то сказал, не знаю К почему. сожалению, это было лично со мной. Это было здесь, в Казахстане. Когда я шла после намаза, Ага, ко мне подходит парень, я была одета в никап, потому что я шла после намаза, так и не покрытая. ага. Он говорит, возможно ли с вами познакомиться? Это было возле мечети, я шла после намаза. Я говорю, нет, типа я не знакомлюсь. Он говорит, ладно. И потом я разговариваю на своем родном языке по телефону с мамой. Мгм. На что он задает мне просто, вы узбечка? Я говорю, да. Он говорит, тогда вы лицемерная. Я говорю, почему? Он говорит, все же узбеки кафиры. Я говорю, родной. Я говорю, ты передо мной, говорю, перед тем, как мы зашли в честь, ты стоял, курил. Ты меня сейчас кафиром называешь? То есть, Я говорю, да, угадаю. ага. Я говорю, да, угадаю. Ты еще, наверное, пьешь и закусываешь халяльной колбасой. Что могу тебе еще сказать? Он говорит, нет. Я говорю, прежде чем назвать человека кафиром, стоит задуматься о своем будущем и о своих будущих детях. А как вы поняли, что он таджик? Он сказал, что я таджик? Или как это? Он на таджикском разговаривал. А вы Он таджикский... меня обматерил на таджикском. А что он сказал? Вы понимаете таджикский? Я просто чуть... я его не скажу, что понимаю. Просто чуть могу разобрать, что акценты, что слова. И чуть я склонна к такому. То есть вы в хиджабе после намаза Я в идете... никабе была. ну никаб тем более. Никаб же полностью закрыто, да? Глаза открыты только. Ну, глаза открыты. Если вы в никабе вот так ходите, парень подходит к вам и говорит, дай номер телефона. Я, честно говоря, в жизни бы не задумался подойти к девушке, которая с никабом познакомится. Абсолютно. Я бы тоже вообще не понимаю, как Вот. нужно быть И в памяти. он после того, как воочию увидев, что вы в никабе, он называет вас кафиром, может быть, он все-таки больной человек, и, может быть, не стоит судить из-за одного паршивого Не, ну овцы я все к стадо. таджикам норм отношусь. Нет, я к таджикам норм отношусь. То есть я лично ее не оскорблю, не побью, плохим словом не назову, но общаться с таким человеком я, например, не буду. Потому что я не буду знать, что он думает обо мне. Ведь очень много лицемерных людей в этом мире. Не, я это понял, но вы до этого сказали, что таджики называют узбеков, вы обобщили. Ну, Вы обобщили это все, и плюс вы еще сказали, что таджики там какие-то такие сякие, я не понял, короче, много я чего. чуть злая на них, потому что, как я поняла, по большей мере они все это читают. Ну вот видите, я, получается, не грузин, да? Тоджики маме дунаман тоджик хастам, диде. Вот такие люди бывают. Ой. Стыдно стало. А? Стыдно стало. Стыдно, когда видно. Вас не видно вообще. Мы... Вот это и хорошо. Не, вот, конечно, это, ну, хорошо еще то, что мы насчет этой темы поговорили, потому что это действительно для меня важная тема, потому что я одного человека не сужу. То есть
по целой нации, понимаете? Это глупо, когда по одному человеку всю нацию судишь. Вот вы же знаете, каково положение узбеков, таджиков в России, да? Там тоже говорят, вот кто-то что-то сделал, там всех там оскорбляют, там не говорят, там ты узбек, таджик, всех абсолютно по одну гребенку, что есть ошибкой, понимаете? Но когда наши братья, сестры, соседи, там, неважно, то же самое говорят, это как говорят, палки в колеса, понимаете? Friendly fire говорят по-английски, понимаете, да? Мгм. Ясно, ясно. А как вас зовут? Мне теперь очень стыдно перед вами. Да, ничего страшного, все нормально. Меня зовут Севгиля. Севигиля. Это Да, полное имя? это полное имя. Я, Кратко Сева. я ни разу еще не слышал, чтобы узбечка имела такое имя. Севигиля, Севгуля, Севигиля, честно. Севгилим — это турецкое имя. Севгилим. А, ну да, Севгилим. Хорошо, очень приятно. Меня зовут Шахрух. Очень красивое имя, так себя хочу назвать. И вот смотрите, я вам кое-что покажу, что это. Ух ты! Что Неплохо. это? Это наша узбекская национальная, скажем так, топы. У нас это называется топы. Ага. У меня есть, она вон там наверху Покажите, лежит. Сейчас. покажите. Хорошо, у меня только девчачья, женская. О, боже, лишь бы меня там не было видно. Ой, Аллах. Бисмилля. Вы меня заставили душевно полазить просто. Я вас заставил встать. Да, вот, это узбекская женская топы. Угу. Круто, она очень красивая. Спасибо, у вас мужская в руках была. У меня вопрос к вам. Вот смотрите. Давайте немножко порассуждаем. Вы согласны немножко порассуждать, подумать, пообщаться? Да, но здесь, если что, может в любой момент скипнуться так, что если что, это не я к телефону даже не прикасаюсь. Вот смотрите, как вы думаете, плов чей? Узбекский, таджикский? Кто? Узбекский. Вот, 100%. вот. Давайте порассуждаем. А, Узбеки, казахи, тюрки, кыргызы — это оседлый народ или же кочевой народ? Блин, тут тоже сложно сказать. Скорее, наверное, Разве оседлый. сложно? Разве сложно? Оседлый. Оседлый? Подождите. Ну, точно не кочевой? Хорошо, вы в школе учились? Я закончила 9 классов с Божьей помощью. Альхамдулилля. А Аллаху после, Акбар. а после школы? Я учусь на медицинском. А на У нас кого? просто на медсестру. Круто. Вы не знаете, что узбеки, казахи, кыргызы — это кочевой или же оседлый народ? Вы не имеете понятия? Так, можно, пожалуйста, не трогать мой мозг сейчас? Мне сейчас будет люто стыдно просто. Что стоит? Мне будет сейчас люто стыдно. Сильно стыдно. Да, при чем тут стыдно? Стыдно не знать — это не стыдно, но знать и не говорить, скажем, правду или правильные вещи, или же совращать их, или же искажать их, вот это должно быть Кочевой стыдно. народ. Кочевой народ же. Кто кочевой народ? Узбеки кочевой Я- народ? Узбеки? Да. Я вот вспомнить пытаюсь. Хорошо. Вы историю узбекского народа знаете? Вот, кстати, узбекского абсолютно нет, так как я Хорошо. родилась и живу в Казахстане. Хорошо. Историю казахского народа знаете? Нет. Боже мой. Да, честно признаться, вот сколько я училась в той школе, что в колледже 2 года учила историю, и единственное, что меня всю жизнь долбили, это Чингисхан, еще раз Чингисхан. Нас заставляли учить, сколько зубов у лошади Чингисхана, и что я запомнила на всю жизнь, это то, что Чингисхан варил головы своих врагов. А Чингисхан, он был Трофей. кем? Он был не казахом, по-моему, он был вроде бы монголом. Да, нет, подождите. Он был монголом, по-моему.
А Нет, не монголы, как эта нация называлась. Я, короче, забыла эту нацию название. вы забыли. А что учат в школах о Чингисхане? Вот что они говорят? То есть, Реально у нас учат, то есть, как он воевал, ага. вот это все. Я никогда не забуду, как нас учили, запоминать заставляли, сколько зубов у лошади Чингисхана, А клянусь, до сколько сих у пор не помню. него зубов? Я не помню, я не знаю, потому что это было что-то Вы с плохо чем-то. учились, видимо. Историю, да, я считала, что мне этот предмет не нужен, потому что А мне нужно какой сейчас... предмет вы хорошо знаете или же хорошо учили? Я всегда любила математику. Боже мой, математику, и вы пошли на медицинский? Зубы К считать? сожалению, Вы математику любили, но так и не запомнили, сколько зубов у лошадей знаете, нет, Чингисхана. к сожалению или к счастью, меня всегда спрашивают, кем нужно быть, чтобы стать медиком. Я сказала, родиться в узбекской семье. Старшей дочерью. Хорошо. А Авиценна, он тоже узбеком был или таджиком? Авиценна? Да. Вы же в медицинском, как вы сказали, учитесь. Что решили, мы умственные эти проверить? Мне интересно, честно, я просто В насчет пятницу ночью. А чем вы занимаетесь в пятницу ночью? Вот чем занимаются в пятницу и ночью люди? Они... Честно, я просто сидела болтала от скуки, потому что я очень хочу расслабить свой мозг. Ага, ясно. Тяжелый день. Очень, потому что я до сих пор учусь, у меня до сих пор экзамены, меня валят только так на див-зачетах. Ясно. Но приезжайте в Таджикистан, мы вам покажем и расскажем обратное о таджиках. Будем рады вас видеть. Таджикский народ уважает узбекский, Вы поменяли кыргызский, полностью мое мнение. узбекский, кыргызский, казахский народ. Мы братские народы. И везде есть люди, как хорошие, так и плохие, как образованные, так и необразованные, так и мусульмане, так и не мусульмане. Поэтому не надо об этом говорить. А насчет плова, узбеки, кыргызы, казахи, туркмены, тюрки — это кочевые народы, которые перекочевали на территорию Средней Азии, Центральной Азии и сегодняшней Турции. И если говорить о плове, рис не является едой кочевых народов. У кочевников Да. нету возможности или времени для того, чтобы выращивать рис. Они кочуют за скотом. Куда скот, где хорошие пастбища, туда и я. А за рисом, к примеру, это просто о рисе говорим, за рисом надо ухаживать долгое время. А таджики являются оседлыми народами, ираноязычными иранскими народами, которые оседлую жизнь вели намного ранее, чем тюрки. Тюрки сегодня, они начали ассимилироваться и стали оседлыми, но в основном они ранее были кочевниками. И когда узбеки, казахи, кыргызы и так далее перекочевали на эти народы, то есть территории, они начали заимствовать культуру, язык и быт, понимаете? И узбеки, так как они больше смешались и больше вошли, вот скажем так, в симбиоз с таджикским народом, вот Самарканд, Бухара, там, Хива, все такое, они больше позаимствовали. Но, смотрите, кыргызы, казахи, вот, они тоже тюркоязычные народы. Вот говорят же, Казахстан, Узбекистан, бір туған, да, братья, все такое. Но у казахов почему-то, у кыргызов в том числе, национальное блюдо это бешпармак, это кумыс, то есть молочные и мясные блюда, понимаете, да? А почему-то у узбеков то же самое. То есть, нет, это уже узбеков плов, там, шурбо. Вот, к примеру, шурбо — это от таджикского слова. Шур — это будет соленый, бо-об, соленый об. Вот соленая вода, как я знаю, переводится. Но шур — это точно будет как соленая, понимаете, да? И сегодня то же самое. Здесь мы никак не воюем, мы не ругаемся из-за этого, но признать определенные исторические факты и, скажем так, говорить об этом — это нормально, понимаете? Но не искажая историю или же не преподносить это с агрессивной точки зрения, понимаете, о чем я? Спасибо вам
Хорошего вечера вам. Надеюсь, вы хорошо отдохнете. Мира вам и Спасибо. благословения. Вам тоже. Ассаламу алейкум. Бай-бай.